Добрый вечер. На ТНВ новости в субботу. В студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Первая школа впервые за 17 лет. Об открытиях в День знаний в Нижнекамске. Салават Мухаммадулян. Учение «Свет». В Казани открылись 3 новые школы. Улыбки, цветы, высокие технологии, бассейны. Все цвета 1 сентября увидел Рамиль Шайдолян. Участники WorldSkills на торжественной линейке, посвященной ко Дню знаний. Эмоции очень положительные, ведь цель сбылась, мечта осуществилась. О том, как проходит подготовка участников к соревнованиям и что говорят сами победители, Юлия Муратова. Сезон охоты на водоплавающую дичь открыт. Охота у нас с 5 часов вечера. До начала охоты собаку на привязи держите. Как сотрудники Росгвардии и Охотнадзора борются с браконьерами, узнал Ленар Гинатуллин. Белые банты, разноцветные букеты, строгие пиджаки и первый школьный звонок. Сегодня в России День знаний. С праздником Татарстан поздравил Рустам Минниханов. Как отметил президент, школа – это тот фундамент, на котором строится все общественное здание. Современные реалии диктуют новые требования к системе образования, ставя во главу угла подготовку креативно мыслящих специалистов. Для Татарстана, как динамично развивающейся успешной республики, эта задача является приоритетной. Татарстанское образование по праву считается одним из лучших в стране. Главная заслуга в этом, безусловно, принадлежит нашим учителям. Рустам Минниханов пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия. В День знаний новый детский сад и школа. Такой подарок на 1 сентября получили нижнекамцы. Новые классы сегодня оценили больше 1000 учеников вместе с Рустамом Миннихановым. Детский сад с сенсорной комнатой и галокамерой принял 300 детей. Как выглядит школа будущего и как она будет сотрудничать с детским садом, Салават Мухаммадуллин. Сегодня у нас просто классный час. Так, за новыми партами школьники сегодня вместе с президентом. На доске вместо мела цифровая ручка. Первоклассники танцуют и на вопрос «как дела?» отвечают именно так. Норма 36. Так называется новая школа в Нижнекамске. Для города она первая за последние 17 лет. Но зато какая? Обучение в рамках концепции «Школа без отстающих». Так ученики будут решать изобретательские задачи, а после уроков их ждут специальные курсы: электротехника, черчение, химический анализ, строительство и промышленная робототехника. Первый Б-класс мы попали. Сразу такую школу вообще, нам очень понравилось здесь. Очень все организовано, красиво, новая школа. Здорово вообще. Нам повезло еще с учительницей, и так получилось то, что у нашей учительницы, я еще учился в свое время, то есть вот такой вот нюанс интересный. В первый класс в норму 36 сегодня пошли 287 нижнекамцев. Всего же школа приняла больше 1000 учеников. Дети наше будущее, и, конечно же, они должны учиться в хороших условиях, с хорошей программой. И те навыки, которые они получат в садике, в школе, это необходимость, которая им пригодится в их жизни. Раз, два, голова раздавлена, 3, 4. Рядом с новой школой и новый детсад. У девочек бальные танцы, у мальчиков карате. Так уже в день открытия здесь встречают малышей. Для 300 детей доступны галокамера, сенсорная комната и кабинет физиотерапии. В штате у нас логопед, педагог-психолог, хореограф, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. То есть вот по всем этим направлениям у нас как по основному образованию будет идти работа, так и по дополнительным услугам. Детский сад и школа будут работать в связке. Их строительство обошлось в 757 миллионов рублей в рамках республиканской программы. Так, за последние 8 лет в Татарстане построено уже 50 школ, и это не предел. В республике решается вопрос со школьными местами для детей 2000-х. Салават Мухаммадуллин, Ишат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Новую школу сегодня открыли в Набережных Челнах. Учебное заведение в микрорайоне Замеликесье стало долгожданным. Здесь проживает много молодых семей с детьми. Сегодня за парты сели почти 1200 учеников. 320 из них – первоклашки. Но оказалось, челнинцев ждет еще один подарок. О нем сообщил премьер-министр Алексей Песошин.
Символический первый звонок здесь сегодня звучит по-настоящему впервые. Школа открылась и приняла 1196 учеников. Микрорайон Замеликесье густонаселенный, учебные заведения здесь ждали с нетерпением. Сегодня очень волнительный день. Мы идем в первый класс. Мы очень рады, что у нас такая красивая школа открылась. Мы ее так долго ждали. Мы очень рады, что новая школа открылась рядом с домом. У нас пришло время идти в первый класс, и вот так совпало. Ждали эту школу 2 года, но построили ее быстро. Мы очень счастливы. Сегодня идем мы в первый класс, первый раз. На открытие школы прибыл премьер-министр Алексей Песошин. Для него провели экскурсию. Цветовая гамма, навигация, глянцевый пол, дизайнерские решения. Здесь не только красиво, но и функционально. Оборудованы туалеты для детей-инвалидов, полимерный пол в спортивном зале, амортизирующий, чтобы снять нагрузку суставов, таблички на дверях классов с указанием учителей. Такая суперсовременная школа не последняя радостная новость для челнинцев. 50-летию КамАЗа в следующем году в 65-м комплексе появится такая же школа на 1224 человека. В классах цветная мебель, все парты, трансформеры, 2 бассейна, актовый зал. Еще одна гордость школы – настоящий самолет. Он разместился во внутреннем дворе. Школа будет с инженерным уклоном, а потому самолет пригодится для практических заданий. Кроме этого, для учеников футбольное поле, спортивный манеж, площадки для игры в баскетбол. В учебном заведении есть все для воплощения его девиза «Учись, и вселенная покорится тебе». Альбина Слагараева, ТНВ, Набережные Челны. Всего в Татарстане сегодня открылось 8 новых школ, 3 из них в Казани. Они нового стандарта с углубленным изучением языков и технологий. И примерами свежих дизайнерских решений теперь вместо стен газет здесь интерактивные доски, а в коридорах арт-объекты. 3 новые школы примут более 3000 учеников. Всего же по Татарстану за партой сегодня сели более 400 ребят. Как новые тренды становятся стандартом, Рамиль Шайдуллин. Плавать после уроков здесь так же обычно, как ходить в спортзал или буфет. Адиля Ахметова – ученица 5 класса лицея номер 182. Она плавает дельфином на спине, брасом и кролем в бассейне, открытом прямо в школе. Вода такая же, как в других бассейнах. Это лицей со спортивным, инженерно-технологическим и физико-математическим уклоном. Он рассчитан более чем на 1000 учеников. Каждый найдет здесь свое, ведь будет здесь и филиал музыкальной школы, и театральный кружок, и несколько видов секций. 5 лет назад не могли мечтать, что пройдет немного времени, и условия для занятий спортом по месту жительства будут такие, как мы делали к универсиаде, чемпионат мира по фину. Я стал большим, вот. Я умею читать и писать. Первоклашка Ильяс всерьез настроен на свой первый учебный год. Он успел познакомиться со своей первой учительницей. Почти все одноклассники – соседи. Лицей построен в сердце Салават-Кюпере. Очень рада. Я бы сама мечтала учиться в такой школе, если честно. Это просто мечта. Мы постарались, чтобы ваш дом стал уютным, чтобы вам здесь было хорошо и комфортно учиться. А это уже новая гимназия Вазина с уклоном на изучение языков – русского, татарского, английского, немецкого и китайского. С первого дня здесь в ходу как буквы, так и иероглифы. Вместо привычных стен газет в этой школе интерактивные доски. Вот по типу этой. С начала учебного года здесь можно будет узнать, чем живет школа или какие завтра уроки. Математика, русский, татарский языки, рисование, музыка. Новая школа в Светлой долине с углубленным изучением отдельных предметов. Она спроектирована на 800 учеников и тоже открыта сегодня, в День знаний, по федеральной программе. Значительные суммы добавила сама республика для того, чтобы не по 1-2 школы открывать, а вот в республике сегодня 8 школ открывается. В городе Казань 3 школы. Сейчас в Казани строятся еще 2 школы в Приволжском районе и у Мамадышского тракта. По словам депутатов, на строительство новых в следующем году Татарстан и другие регионы России получат 25 миллиардов рублей. Рамиль Шайдуллин, Марат Светгараев, ТНВ, Казань. В родные классы и в новые стены Нарванская, Среднедевятовская, Атабаевская и Сакуровская школы Лаишевского района День знаний встретили после капитального ремонта. Школы обновлены и внутри, и снаружи. Из республиканского и местного бюджетов на эти работы выделили больше 100 миллионов рублей. Первый звонок сегодня прозвенел для 4000 лаишевцев, 570 из них – первоклашки. Среди тех, кто сегодня на линейке, золотые медалисты, победители WorldSkills возвращаются в ряды студентов. Лучшие студенты, медалисты и победители национального чемпионата. В Казанском педагогическом колледже таких 3. О том, чему они планируют посвятить этот учебный год, Юлия Муратова.
Анастасия Берсанова сегодня снова вместе со всеми на торжественной линейке. Еще вчера студент-волонтер, а сегодня уже сама готовит будущих участников чемпионата. Признается, педагог – профессия ответственная, где нужно постоянно совершенствовать навыки. Уже сейчас успевает не только учиться, но и обучать по вечерам дошкольников. Уверена, что еще примет участие в чемпионате. Все равно эмоции очень положительные, ведь цель сбылась, мечта осуществилась. И, конечно, я очень рада и очень счастлива. Собираюсь участвовать еще в основном составе вскоре. Таких золотых медалистов, как Анастасия, в педколледже трое. Двое сейчас в других городах страны работают в качестве экспертов. Но помимо золотых медалистов в колледже сегодня и победители региональных этапов. Признаются, чемпионат – дело нелегкое. Пришлось пожертвовать и каникулами. И весь год педагогическая практика, по вечерам обучали дошкольников. Поддержка, главное, от родителей, потому что это очень сложно эмоционально. Для подготовки участников WorldSkills по компетенции дошкольное образование здесь оборудован целый учебный полигон. Это комната по смарт-технологиям, где детей обучают быстрой реакции. Также это комната конструирования и робототехники, где собирают одни из самых сложных моделей. Также это комната с игровыми технологиями. Дети здесь учатся контролировать свой эмоциональный фон. И комната по физической подготовке. Только по номинации «Дошкольное образование» участники проходят 9 этапов. 30% каждого задания – это импровизация. Ты не знаешь, что тебе попадет в конверте, и не знаешь, какой кот в мешке тебе достанется. Ты должен готов быть на все. Включить номинацию «Дошкольное образование» предложил сам педколледж еще в 2014 году. Сейчас здесь специализированный центр подготовки. Победители этого и предыдущих годов сегодня выступают экспертами и готовят будущих участников чемпионата. Делятся знаниями и опытом. Подготовку ведут еще по 3 новым номинациям – музыкальное образование, спорт и обучение в начальных классах. Мы практически всех прогоняем через конкурсное движение для того, чтобы увидеть будущих чемпионов, потому что самое главное, это наша задача, всех готовить как чемпионов, безусловно. То есть конкурс – это не самоцель. Своим участникам говорю, вы поймите, что вы отвечаете за будущее России. Все учебные программы построены так, чтобы каждый студент был готов принять участие в соревновании в любой момент. Колледж будет ждать своих новых чемпионов. В 2019 году чемпионат пройдет в Казани. Юлия Муратова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Вместо дневника зачетка уроки заменят пары и экзамены раз в полгода. День знаний сегодня и у студентов республики. В эти минуты тысячи первокурсников КФУ отмечают праздник в деревне Универсиады. Сейчас там работает и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, как же 1 сентября проходит у студентов? Добрый вечер, Альбина. Если честно, вот так и хочется подняться на вон ту сцену и крикнуть «Привет, Олимпийский!», потому что здесь очень много народу, громкая музыка, танцы, в общем, настоящая студенческая атмосфера. Впервые здесь сегодня тысячи первокурсников отмечают День знаний не на линейке и не в школе, а именно вот так вот громко и, можно сказать, неформатно. Проезжающие мимо водители постоянно оглядываются и, мне кажется, немного завидуют студентам, так же и как жители из ближайших домов выглядывают из своих окон. И такая здесь крутая атмосфера. И несмотря на дождь, многие спасаются вместе с зонтиками, а у кого-то просто хорошее настроение. Перед студентами здесь выступил уже их ректор Ильшат Гафуров. И сейчас все готовится к дискотеке до 22 часов. Ну, давайте же послушаем эмоции студентов. Все понравилось на самом деле. Ну, реально просто очень классно. Я очень рада, что попала. Я всю жизнь мечтала именно попасть в этот университет. И я очень рада, что моя мечта исполнилась. И вообще все очень круто. Все классно. Тусить буду, пока не устану. Я поступила туда, куда хотела. Вот просто эмоции переполняют. Первокурсникам этого года повезло, что свой день знаний первый в университете они отмечают именно в субботу, так что сегодня они могут, так сказать, отрываться, а завтра уже спокойно высыпаться и готовиться к своему первому дню в университете уже в понедельник. Альбина? Спасибо, Салават. Я напоминаю, это был Салават Мухаммадуллин. Сейчас он работает в деревне Универсиады, где очень весело, как мы видим, проходит День первокурсника КФУ. В первый класс с интерактивными книгами и обучающими играми такие подарки в честь начала Нового года первокурсникам республики уже более 20 лет подряд дарит Акбарсбанк. Вот так у этих первоклашек началось знакомство с их вторым домом. В этом году Апастовскую среднюю школу пополнили больше 80 детей. От всего коллектива Акбарсбанка и от себя лично разрешите поздравить вас с новым учебным годом,
С праздником знаний 1 сентября. С началом учебного года первоклассников поздравляют не только родители и учителя, но и представители ПАО «Акбарсбанк». Традиционно приехали с подарками, которые к тому же помогут детям в учебе. В комплекте первоклассника обучающая игра и мультимедийный диск с игрой на русском и татарском языках. Вот уже 21 год подряд «Акбарсбанк» дарит детям радость. Это первые учебники при поступлении в школу. Направлен и на развитие, и на игру. Должна сказать, что мы с этим учебником пользуемся часто. И не только дети мои, но и я включаюсь в эту игру. Этот республиканский проект ПАО «Акбарсбанк» реализует для учеников всех школ Татарстана. Такие образовательные комплекты сегодня получили 53 тысячи первоклассников. Но не у всех сегодня праздник. Две школы в Тукаевском и Камско-Устинском районах не готовы к учебному году. Об этом на совещании в формате видеоконференции доложили Рустаму Миниханову. На объектах еще не завершены ремонтные работы. Руководители районов сообщили, все из-за недостатка денег. К ремонту приступили позже намеченных сроков. Сдать готовые объекты планируется уже в первой половине осени. Сами себя не успокаивайте. Это наша работа. Это ваша, прежде всего, работа. Все, что происходит в районе, это зона вашей ответственности. Президент республики Рустам Миниханов и глава ФАС России Игорь Артемьев подписали соглашение о взаимодействии между Татарстаном и Федеральной антимонопольной службой. Главная цель – обеспечить добросовестную конкуренцию. Рустам Миниханов отметил, что в стране уже утвержден национальный план развития конкуренции на ближайшие 2 года. В ходе встречи обсудили и вопросы работы антимонопольных органов. Ровно 100 современных электробусов камазовского производства в течение года начнут курсировать по Москве. Торжественный запуск на маршрут прошел сегодня в столице на ВДНХ. Одной из первых на электробусе сегодня прокатилась Дина Газалиева. Как потайная шкатулка открывается гигантский короб, и в нем новенький электробус. Презентация новейших разработок КамАЗа и ГАЗа сегодня на ВДНХ превратилась в настоящий народный праздник. Первые электробусы, согласно соглашению столицы и автогиганта КамАЗ, на закупку 100 электробусов пришли в Москву и с сегодняшнего дня выходят на маршрут. Это первый электробус камазовского производства, который выводит на маршрут в столицу. Он ярко-синий с большими печатными буквами «Электробус». Чтобы всем было понятно, что это не просто автобус. Ведь, в принципе, оказавшись внутри салона, разницу заметить очень сложно. Без преувеличения историческое событие для Москвы и в целом для страны, переход на новый вид транспорта. А для Татарстана и КамАЗа значимость этого самого крупного в Европе профильного контракта сложно переоценить. Батареи не находятся в салоне, они все находятся на батарейном отсеке на крыше. На 50-70 километров хватает пробега. И сейчас как раз создается Москвой инфраструктура, которая позволяет осуществлять быструю зарядку электробуса. Запас хода электробуса 40 километров, максимальная скорость 70. Как вы себя ощущаете за новым видом транспорта, за штурвалом, так сказать? Во-первых, чувствую гордость, то, что я как бы открываю это движение. И, соответственно, очень удобно для водителя, очень легко в управлении. Вместимость электробуса 85 пассажиров, ну а во главе угла экологичность и комфорт для людей. Я посмотрел, производитель наш, и сразу гордость пошла вверх. Дина Газалиева, Павел Тюкавкин, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Сегодня в России стартовал летний-осенний сезон охоты на водоплавающих, но первый выстрел разрешен лишь после 5 часов вечера. Причем нужно разрешение. Есть ли оно сегодня, проверяли сотрудники Комитета биоресурсов совместно с Росгвардией. Начинается сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь, но на отстрел нужно получить специальное разрешение. Его наличие как раз и проверяют сегодня сотрудники Комитета биоресурсов. Для легальной охоты требуется 3 документа: разрешение на добычу, на оружие и охотничий билет. Если все они имеются, то остается только пожелать удачной охоты. Удачной охоты. Еще раз хочу вам напомнить, что охота у нас с 5 часов вечера. До начала охоты собаку на привязи держите. Оружие, естественно, не расчехлять. За полгода уже выдано почти 1200 разрешений. Традиционные объекты охоты все утиные, за исключением тех, кто занесен в Красную книгу Татарстана и России. На утку можно будет охотиться везде, а на глухаря только в 2 охотохозяйствах республики. Причем сегодня первый выстрел можно было сделать только после 5 часов вечера. Также действуют ограничения на добычу. Допустим, на водоплавающую, на утку в данном случае 5 уток, не более 5 уток на день охоты. Данную норму устанавливается до 15 сентября.
До 15 сентября вторник, среда и четверг являются днями покоя, чтобы увеличить численность животных и снизить стрессовую нагрузку на них. Нарушителям правил охоты грозит штраф до 5000 рублей, а за нанесение особо крупного ущерба охотники могут лишиться свободы на срок до 5 лет. Охотиться на водоплавающую дичь разрешается до 15 ноября, естественно, имея при себе соответствующие разрешения. А следующий охотничий сезон откроется только весной, в конце апреля, и продлится он всего 10 дней. Ленар Геннатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Камско-Устинский район. В Казань только за золотом. Сегодня в столице стартовал второй этап Европейского гран-при серии по регби-7 среди женских команд. Сборная России претендует на звание лучшей на континенте. О прогнозах и первых результатах Алина Мусина. Красивые, сильные и, главное, спортивные – все это о женских командах по регби. Уже в 4-й год подряд они собираются в Казани, чтобы определить лучшую на континенте регбийную сборную. Милюша Тимирбаева – единственная, кто представляет Татарстан в сборной России. И единственная в нашей республике участвовала в чемпионате Европы по пляжному регби. Сегодня она получает награду из рук премьер-министра. Эмоций было очень много перед играми, потому что очень много готовились. До этого мы ездили в Барселону. Россиянки за время существования турнира трижды становились лучшими в Европе. В планах в этом году бесспорно забрать трофей. Мы приезжаем в Казань как домой. Именно здесь наша сборная в прошлом году стала чемпионом Европы. Конечно, мы надеемся на повторение этого результата в этом году. 180 участников и 12 стран – это участники второго этапа чемпионата Европы по регби. Первый этап Европейской гран-при серии прошел еще в конце июня во Франции. Его победителем стали хозяйки турнира. Лучших во втором этапе мы узнаем уже завтра на финале соревнований. Алина Мусина, Ильдар Софиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Прямой эфир под солнцем. Представители татарских радиостанций вышли на Казанский песок. В центре пляжных видов спорта прошел 5-й турнир по волейболу. Столько же команд боролись за главный титул чемпионов. Как диджеи, звукорежиссеры и ведущие осваивали летний вид спорта. Алмаз Гафиятов. Каждый год на турнире можно встретить новую команду. Если раньше это были радиостанции из набережных Челнов и Мамадыша, то в этом сезоне создали сборную легенд радио. Это так называемые ветераны, поработавшие в различных радиостанциях Татарстана. Пришла идея, что нужно собрать диджеев, которые в разных годах работали на разных радиостанциях. И пришла идея в том году уже, а в этом году собрались. Команда «Болгар Радио» – стабильный участник традиционного турнира. Ребятам не всегда удается показывать победный результат. Однако в эмоциональном плане не все смогут конкурировать с игроками радиостанции. В основном у нас тут праздник. Никаких таких жестких соревнований нету. Мы дружно играем, улыбаемся, веселимся и шутим. Уже во второй раз победа досталась радиостанции Тертип ФМ. По сумме всех матчей команда ни в одном поединке не уступила соперникам. Сказался сплав опыта и молодости. В этом году удача будет за нами, потому что у нас в команде все игроки, они индивидуально готовы к этой победе. Сейчас единая цель – сохранить наш народ. И радиостанции, которые вещают на татарском языке, очень многое могут сделать в этом направлении. И мы стараемся, будем делать все, что в наших силах. Следующий турнир организаторы хотят провести в День радио 7 мая. А в летний период планируется чемпионат по другому виду спорта. Среди вариантов пляжный футбол или теннис. Алмаз Гафиятов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. И на этом пока у нас все. Впереди еще прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Здравствуйте! Погода берет курс на осень. И по погоде это уже заметно. Подробнее после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В воскресенье ожидается вполне комфортная погода, без осадков. Облачность будет переменной, температурный фон средний. По данным сервиса Яндекс.Погода, жителей юго-востока республики осень встречает дождем до 21 градуса. На северо-востоке Татарстана облачно, дождь, плюс 21. На севере Татарстана также не обойдется без осадков. Там температура воздуха прогреется до 21 градуса. На северо-западе республики пасмурно, местами пройдут дожди и плюс 19. На юго-западе Татарстана ожидается переменная облачность, но воздух прогреется до 25 градусов. В центре Татарстана
Также не будет солнца. Температура там составит плюс 22 градуса. В понедельник небо затянет облаками, станет прохладней. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Днем до 23 градусов выше 0. Ветер северо-западного направления. От умеренного до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. С вами была София Егорова. До свидания.